Вспомним несколько аятов из суры Ан-Наджм. Аллах сказал, бисмиллахи рахмани рахим: «Ам лам юнаббах бима фи сухуфи Муса ва Ибрахима алладhi ваффа алла тазиру вазиратун визра ухра ва аллайса лил инсани илля ма са'a ва анна сa'яху сауфа юра ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Аллах говорит: «Алям юнабба, разве до человека не дошли сведения бима фи сухуфи Муса, то, что было написано в свитках Мусы, алейхиссалям, ва Ибрахим, и Ибрахима, аллади ваффа, который был верный в своих обещаниях, в своих словах». В этих свитках было написано: «Алля тазиру вазирату визра ухра», что одна душа не понесет ответственность за другую душу. Каждый будет отвечать сам за себя. «Ва аллайса лил инсани илля ма са'a», и человек получит лишь то, ради чего он старался. «Ва анна сa'яху сауфа юра», и его старания, усердия скоро будут представлены, увидит он то, что старался. Как молодость провел, так человек постареет. Как человек постарел, в таком состоянии умрет. В каком состоянии умер, в таком состоянии воскреснет. «Сумма юджзахуль джаза аль ауфа», а потом получит полнейшее воздаяние в судный день. «Ва анна иля раббикаль мунтаха», и написано было также в этих свитках о том, что конец возвращения к Господу твоему. Здесь никто не останется, все уйдут. «Ваннаху хуа алхака ва абка», и Господь твой, Он тот, который кого-то приводит в состояние радости, Он смеется, радуется, а кого-то приводит в состояние плача, кто-то плачет. Значит, и зло, и добро от Аллаха, все от Аллаха. «Ваннаху хуа амата ва ахья», кого-то Аллах Тааля умертвляет, кого-то Аллах оживляет. Вот вчера вспоминали одного охранника. Один охранник у нас заснул и не проснулся. А я, да. Аллах ярхаму. Как хорошо, да? В мечети заснул и не проснулся. На пути защиты дома Аллаха. Это не каждому дается такое счастье. Дай Аллах, чтобы Аллах его простил и был милостив к нему. «Ваннаху халака зауджайни адзакара валь унса». И также написано было в свитках свитках Ибрахима, алейхиссалям, в свитках Мусы, алейхиссалям, о том, что он, Аллаху Тааля, создал пары, мужские и женские, мальчиков, девочек. «Мин нутфатин ида тумна», из капельки, когда она вырывается, выходит.
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. И также было написано в них, в этих свитках, о том, что Аллах Субхану ва Тааля вновь создаст человека, опять-таки, из одной точки, капель. Ну, не капельки, а пророк, алейхиссалям, объясняет, что все тело человека в земле тлеет, кроме аджабу дамб. Где-то в районе копчика есть такая точка, косточка, которая не портится, не гниет, и из нее, говорит, в судный день вы вырастете. Как растение тоже дает какое-то семечко маленькое, и потом из него вырастает. Весной расти другое дерево новое. «Ваннаху агна ва акна». Кого-то Аллах сделал богатым, кого-то бедным. «Ваннаху хуа раббу ши'ра». И он является Господом Сириуса. Сириус – это звезда, такая яркая звезда, которую видно без особых телескопов и так далее. В древние времена люди, астагфируллах, этому Сириусу поклонялись. Ну и сейчас тоже есть всякие фильмы там о древних людях. Сириус там поклоняется. Вот. И Аллах Тааля говорит, то есть было написано в прежних свитках, что Он Господь Сириуса. Ему, Сириусу, не стоит поклоняться, только Аллах достоин поклонения. «Ваннаху ахляка аданил уля». И Он погубил первых адитов, древний народ. Адиты сильные, мощные, такие здоровые были. И гордились этим. И, аузубилля, Аллаха забыли, идолам стали поклоняться. «Ва тамуда». И самудитов. «Фама абаха». И от них ничего не осталось. «Ва каума Нух». И народ Нуха мин кабль, до этого тоже были непокорными. «Иннахум канухум аллам». Они были самыми тиранами. «Ва атга». И самыми преступниками, нарушали границы Аллаха. «Валь му'тафиката ахва». И также племена, народы, которые перевернули вверх дном. Слушались Аллаха, их перевернули. «Фагаша ма гаша». И покрыло их то, что покрыло. Вы даже себе не представляете, что это было, как это было. Но вот такие сообщения. И узнав все это, «Фаби-айи аляй раббика». Какие же из благ Господа вашего татамара вы сомневаетесь? Разве вот в этом всем есть какое-то сомнение? Нету сомнений, о Аллах. Мы уверены, что все это истина. И тогда, говорит Аллах, знаете, «Хада надирун минан нузурил уля». Это предостережение от первых предостережений. «Азифатиль азифа». Приблизился час. «Ляйса ляха мин дунилляхи кашифа». Кроме Аллаха его никто не раскроет. Судный день очень близок. Вот сегодня тоже пока ехали. Я говорю, как прошла неделя? Как один день прошел? Даже быстрее, говорит, прошел. Это о чем говорит? О приближении судного дня. Поэтому для каждого судный день начинается со смертью. Мы не знаем, заснули, проснемся завтра или не проснемся. Вот наш охранник Аяс, рахимахуллах, в этом плане для нас является ярким примером, знамением, что любой из нас может проснуться, то есть не проснуться. Главное, в каком состоянии человек заснул. Тахарат был или не был, или, не дай Аллах, он пил какой-то алкоголь. С кем заснул тоже? С друзьями своими, которые охраняют мечеть, или с друзьями, которые там ночь провели в ночном клубе. Заснул с женой или с чужой какой-то Маруся или кем. Вот это надо задумываться. И как раз об этом был аят. «Ванна лейса лиль инсани илля ма саа». Человеку будет только то, ради чего он старался. «Ванна саяху сауфа юра». Его старание скоро видит он. И получит полнейшее воздаяние уже потом в судный день. На старости лет человек видит, как говорится, цветы, а в ахирате будут, иншаллах, что будут? Плоды. Астафируллах, астафируллах, астафируллах. Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха ваджирна мин хиззи дуния ва азабил ахира. Аллахумма джаль хайра амалана авахира. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد.